Сегодня 78-я годовщина депортации ингушского народа в Среднюю Азию и Сибирь. В связи с этой памятной датой к жителям Ингушетии обратился глава региона Махмуд Али Калиматов. Уважаемые соотечественники, Амсармех Кхой, 23 февраля 1944 года остается для народа Ингушетии исторической болью, которая с годами не утихает и вызывает новые вопросы. 78 лет назад наш народ столкнулся с огромной несправедливостью и политической подлостью. Людей выселяли в то время, когда тысячи представителей ингушского народа воевали на фронтах Великой Отечественной войны. По дороге на чужбину и в самой ссылке от голода и холода, стресса и болезней умерло множество наших близких и родных людей. В период сталинизма политическим репрессиям подверглись более 20 народов нашей страны. Как и жители Ингушетии, они преодолели беззаконие и бесправие, вернулись в родные края, оживили их созидательным трудом, воспитанием достойных наследников. Для нас эта дата является сильнейшим эмоциональным импульсом, который заставляет ценить все, что оставило нам наше старшее поколение. Проходит время, и любые исторические события получают новую оценку. Однако депортация народов во все времена будет считаться преступным актом, подлежащим осуждению без срока давности. Годы жизни в Средней Азии и Казахстане показали способность ингушского народа к единению, сплоченность во имя правого дела и достойной цели, наличие у него непоколебимой веры и сильной национальной культуры, мудрость старшего поколения и целеустремленность молодежи, которая училась, трудилась и возмужала в ссылке. Это поколение ингушей, вернувшись на родину, успехами в труде и образовании во многом создало основу сегодняшней Ингушетии. Депортация ингушского народа состоялась в день, когда страна чествует защитников Отечества. Это был умышленный удар по нашему самосознанию, болезненный и коварный. Однако это не привело к отчуждению ингушей от беззаветного служения родной стране. Наоборот, ингуши во все времена и сегодня показывают пример настоящих воинов, героев России, отличаясь безупречным исполнением воинского долга. Сегодня, вспоминая с молитвой на устах всех, кого потеряли в годы ссылки, в республике с благодарностью отмечают ратный труд и подвиг защитников Отечества. Депортация – черная полоса, тяжкое испытание, которое преодолел ингушский народ. В нашей истории было много трудностей, но мы все перенесли, выдержали, показали, что есть в нас механизм самосохранения, запас физической, моральной и нравственной надежности. Надо идти вперед, строить новую Ингушетию, развивать промышленность, сельское хозяйство, науку, растить талантливую молодежь, поддерживать друг друга в добрых делах, созидать и строить. Все это возможно, если будет единство, сознательность, честный труд на благо республики и страны. Уважаемые соотечественники, сегодня мы отдаем дань памяти тем, кто пострадал в результате беззакония, склоняем голову перед светлой памятью безвинных жертв депортации, всех, кто не вернулся на родную землю. Выражаем искреннее соболезнования их родным и близким, желаю вам благополучия, добра и мирного неба над головой. Далках этом бол бейнчарях, далгеш долт, далвуч хамалор долт вейкам.